В период с 16 мая по 18 июня 2025 года на водных объектах республики зафиксировано 4 ЧП с гибелью людей на воде, среди которых один ребенок. Анализ причин и обстоятельств, приводящих к несчастным случаям, показывает, что основными причинами гибели и травматизма людей на воде в первую очередь остается человеческий фактор. Это недосмотр родителей и взрослых за детьми, купание в неустановленных и необорудованных для этого местах, несоблюдение требований по обеспечению безопасности на водоемах, предусмотренных правилами охраны жизни людей на воде. Приоритетным направлением деятельности по недопущению и предупреждению происшествий на водных объектах, а также любой области жизнедеятельности человека была и остается на первом месте профилактика. Как показывает опыт, любое происшествие ЧС легче предупредить, чем ликвидировать его последствия. Как следствие из этого можно сделать вывод о необходимости усиления профилактической и разъяснительной работы среди населения. В этом должны принимать активное участие не только сотрудники различных министерств и ведомств, а в первую очередь органы местного самоуправления. С этой целью Главным управлением МЧС России по Ингушетии запланирована и проводится профилактическая и пропагандистская работа среди населения по вопросам безопасности на воде. Разработаны и распространяются памятки в целях недопущения и предупреждения гибели людей на водных объектах республики, и организации профилактических мероприятий проводится месячник безопасности на водах. Как оказывать первую помощь при утоплении, первую помощь при доставлении медицинского учреждения, оказание медицинская первая помощь, то есть искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Также нами организовано совместное патрулирование совместно с МВД, спасателями и Всероссийским обществом спасения на водах, называется ВОСВОД. Нельзя купаться в запрещенных местах, нырять в незнакомом месте и заплывать за знаки ограждения. Не злоупотреблять длительным пребыванием в воде. Это вызывает озноб, переохлаждение тела и судороги. Как только почувствуете себя плохо, не умея плавать, не заходите в воду глубже пояса и во время купания не теряйте друг друга из виду. С начала летнего купального сезона нами уже проведено 12 выездов по проведению подводных обходов. Привлекаются старейшины, ВОСВОД, спасатели и участковые уполномоченные на местах. Охвачено более 500 домов, проинструктировано более 2000 жителей республики. Из них большинство дети. Если тонувший находится в сознании, у него не нарушено дыхание и пульс, достаточно его уложить, дать ему горячее питье, согреть и успокоить. В случае потери сознания необходимо незамедлительно приступить к восстановлению его дыхания. Для этого нужно быстро, в течение 10-15 секунд, освободить дыхательные пути от воды, затем пострадавшего следует уложить на спину, быстро удалить из ротовой полости посторонние предметы и приступить к проведению реанимации. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Совет от спасателей. Не торопитесь окончательным выводом о том, что пострадавший мертв. Сделайте все возможное, чтобы он выжил. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.